К числу фруктов, которые давно полюбились в нашей стране, можно отнести представителей из Китая – киви или по-научному плоды растения из рода актинидия. В начале 20 века его выращивать начали в Новой Зеландии. Своим современным названием киви обязан новозеландскому селекционеру Эллисону, который в 60-е годы 20 века подарил ему это имя за внешнее сходство с телом одноименной птички, являющейся национальным символом Новой Зеландии. Сейчас киви выращивают во многих странах с субтропическим климатом, особенно широко в Италии, Новой Зеландии, Чили, Греции. В России опытные плантации киви имеются на Черноморском побережье Краснодарского края и на юге Дагестана. Плоды этого фрукта содержат большое количество витамина С и другие биологически активные вещества. И что самое интересное, киви можно вырастить самому из косточек. Как это сделать, нам показала ведущий специалист Россельхозцентра по Ингушетии Люба Джандигова. Для того, чтобы посадить киви в домашних условиях, нам понадобится хорошее спелое киви. Как нам это определить? Во-первых, на киви не должно быть никаких повреждений. Оно должно быть целое, само по себе среднее, мягкое, не жесткое. Это говорит о его спелости. Киви мы предварительно помыли. А теперь разрезаем его на несколько частей, удобным для нас способом. А в данный этап у нас происходит извлечение семян. Извлекаем мы их с помощью ножа, так аккуратненько, вместе с мякотью, частично. Получившуюся мякоть хорошенько разминаем, чтобы выделить семена. Образовавшуюся кашицу отправляем в стакан с теплой водой. Тщательно вымешиваем. Несколько раз меняем воду для того, чтобы отсоединить большее количество семян. Те семена, которые у нас отсоединились, мы их сразу же укладываем на салфеточку. Процесс это довольно-таки длительный, также мы продолжаем по максимуму выделять все семена. После того, как мы достали все семена, даем им просохнуть в течение 2 часов. Для посадки берем контейнер, на дно укладываем чуть-чуть керамзита, небольшое количество. Добавляем слой земли. Для посадки можно использовать нейтральный торф для рассады или же для комнатных растений. Равномерно распределяем почву, поверх которой аккуратно выкладываем семена. Сверху присыпаем небольшим слоем земли. Присыпали, разровняли. Теперь мы это все хорошенько прольем. Накрываем пленкой и ставим в светлое, теплое место, где-то от 3 до 6 дней, пока не проклюнутся первые всходы. Как только растения вылезут, пленку мы снимаем. Вот так вот выглядит наша киви через 2 недели после того, как посеяли проросшие семена. Посеяла я их довольно-таки много, соответственно, всходов тоже много, и на данном этапе можно заняться их прореживанием. То есть, если вы видите, что всходы, которые выглядят слабенькими, вы их убираете, оставляя сеянцы хорошие, рослые, которые у нас будут развиваться в этом же контейнере, в котором мы будем проводить своевременные поливы. Если это лето, то поливы будут производиться 2 раза в неделю. Зима, то 2-3 раза в месяц будет достаточно. А после того, как наши растения подрастут и достигнут высоты где-то 10-12 сантиметров, их надо будет рассадить по разным горшочкам, потому что их корневая система уже будет мешать друг другу в развитии. Ну и самое главное, плодоносить наша киви после посадки начинает только на 3-4 год. Это при благоприятных для них условиях. Это своевременные поливы иногда и минеральные подкормки желательно. Плодоносить киви после такой посадки начнет через 3-4 года при благоприятных условиях, своевременных поливах и минеральных подкормках.